Ну, наконец-то в твоем плотном графике нашлось время и для нас. Да, нашлось. Мы не с пустыми руками. Эн гудель бахшиш хрым-татарға, мен білесем бу хаве. Ойлемы? Диляра, Османбейс. Как ты считаешь, не рискуем ли мы в этих экспериментах с нашей народной фольклорной музыкой растерять этот фольклор? Я считаю, что нет, потому что вообще в музыке существует такой термин, как стилизация. Вы стилизуете, смешиваете направления, и получается что-то новое. Это во-первых. Во-вторых, мы не портим свой фольклор, потому что в основном переделки такие, да, музыки осуществляются на песни, которые мы уже знаем, как исполнять в истинно фольклорном виде, да, тот же фольклорный ансамбль Хырым, Хайтарма, они уже показали нам и записали все вот эти фольклорные единицы. То есть, если человек захочет услышать истинно фольклорное звучание той или иной песни, он спокойно может загуглить и все это послушать. То, что делаю я и достаточно большое количество других наших молодых исполнителей, мы просто осовремениваем фольклор и предоставляем его в таком новом виде для молодежи. В основном это молодежь, но я слышу отклик и от старшего поколения тоже. Ну, я думаю, что таким образом мы можем и приучить молодое поколение наших самых маленьких слушателей, которых цепляют эти современные биты, да? По сути, знаете, мы не делаем чего-то сверхужасного. Мы меняем аранжировку. В основном. Да, некоторые стараются что-то новое еще привнести, но основную структуру мы стараемся не трогать. То есть, по сути, например, та же Eminem, которую мы обсуждали с Диляверага Османовым, я же опиралась на его запись. Просто я использовала свои инструменты и свое видение тех же битов. Возникло у тебя такое желание связать свою жизнь с музыкой? Оно возникло с детства. У меня родители, они снимали наше детство с сестрой. Это была еще самая первая камера, такая кассетная, я помню, начало 2000-х. И мы недавно наткнулись на эти видео, и мне там 3 года. И я там пела вовсю. Мы всегда слушали все крымско-татарское, и я пела Дестан наизусть все песни. У нас были кассеты. Вот. И, то есть я была этим окружена. У меня музыкальная семья, не профессиональные музыканты, но пели и мать, и отец. Вот. С хорошим голосом, с хорошими музыкальными, слуховыми данными. И как-то это все вот преобразовалось в то, что музыка завладела мной. Семья у меня большая была. Я родилась в Судаке и жила в селе Айсерес, ныне это называется Междуречье, село, со своей семьей, мать, отец и сестра на 1,5 года младше меня. Первые 13 лет своей жизни я прожила в Айсерезе, учились в Хапсхоре, это рядом село, морское, потому что в Айсерезе нет школы. И у меня, собственно, очень теплые воспоминания и о Хапсхоре, и об Айсерезе, и о Судаке, потому что в Судаке мы ездили в музыкальную школу. Родители всегда поддерживали нас с сестрой. И абсолютно каждое наше желание было исполнено. Мы не были избалованными, то есть, например, если я что-то захочу, и это что-то выходит за грани какие-то таких наших возможностей или еще что-нибудь, то есть то, ради чего родителям нужно было бы какие-то еще дополнительные усилия применить, мне нужно было, например, доказать то, что я очень сильно этого хочу. Я помню, что участвовала в конкурсе «Мисс Дюймовочка» в Судаке. Это был наподобие конкурса красоты, но на самом деле это был конкурс талантов среди там 4-5 классов. Такой большой достаточно конкурс был, к нему нужно было очень сильно готовиться, несколько этапов, там и танцы, и стилизованные сценки, песни, и, в общем, куча всего, и мне предлагают учительницы, я говорю «да». Приезжаю к родителям, они говорят, ну, это очень накладно будет, потому что костюмы не только для меня, для всей нашей труппы нужны были костюмы. Возить на репетиции, в город и так далее. Это был 2008 год, а это как бы экономический, да, вот кризис был. То есть со стороны денег и со стороны времени это достаточно большие затраты были. Но я очень сильно хотела,
И я помню, что я просто не переставала родителям об этом говорить. Я помню, что в какой-то момент я села такая на диване и написала стихотворение. Там была суть такая, что каждый участник должен был выбрать какого-то персонажа из сказки и его интерпретировать. И мне предложили Мальвину. Я писала стихи, лет 7, наверное. И показываю это стихотворение бабам, и он говорит, все, значит, поедем, ты настолько сильно хочешь. И я его выиграла. Меня тогда еще напечатали на газете «Судакские вести» на лицевой стороне. Вот. Мы потом ее всем родственникам раздаривали. Поддержка близких была? Очень. Всегда на всех этапах возили нас, родители в музыкалку, ждали. В какой-то момент мы с сестрой ходили даже на 2 отделения. Я на скрипку хореографию, сестра на фано хореографию. И мы ездили в Судак 6 дней в неделю. А почему именно скрипка? Скрипка Асия Хат. Я увидела ее по телевизору, и почему-то просто ни на какой другой инструмент я больше не стала обращать внимания. Ни на какой другой. То есть ты с самого раннего детства представляла, что ты вырастешь и обязательно станешь артисткой? Да. У меня не было других никаких желаний. Я всегда видела себя на сцене. Бабам родитель рассказывала, что как-то, опять-таки, где-то года 3 мне было, приехал какой-то концерт в ДК в Хабсхоре, и мы стояли, и он говорит, буквально я тебя держала весь концерт, чтобы ты не выбежала на сцену. Я настолько хотела туда. Твоя песня «На не кохуса», она посвящена именно Айсерезу. Айсерезу и матери. Так случилось, что когда мне исполнилось 12 лет, на следующий день после моего дня рождения, у меня скончалась мама. Это была трагедия для нашей семьи, и через год после этого мы переехали в Белогорск. Собственно, я считаю для себя, почему я ее решила написать. Идей не было как таковых, чтобы я думала об этом изначально. У меня должен был выйти альбом «Кемане» с обработками народных песен. И задумка «Кемане» была такая, что все песни складываются в название «Кемане». То есть «Кемане», «Реджебим», «Менбугеджа Бартушкортум». Если вот так вот посмотреть на название, складывается слово «Кемане». И на букву «Н» не было ни одной подходящей народной песни для этого альбома. Была она зла, но она была очень длинная, она с макамом и совсем не в жанре. И я думала на «Н». Что такое на «Н»? И я понимаю, что на «не кокуса». Вот просто заходит мне в голову это слово. А у нас росла мята во дворе, в Айсерезе. Она раметли сажала. И вообще запах мяты, он всегда мне напоминает про Айсерез, потому что он всегда нацвела, и вот этот запах, он был просто на весь двор. И я понимаю, что как бы дань уважения матери хочу сделать дань уважения моему детству. Ты часто исполняешь эту песню? Да, людям очень откликается она. Мне очень многие пишут о том, что вот кто-то не может сдержать слезы, кто-то, наоборот, светло ностальгирует. Многие у меня спрашивали, а почему вот такой текст, текст не грустный, как бы там из таких строчек, то есть «Эбеди акламда, намнун кулькоса». И я всегда говорю, у меня детство было веселое, оно было очень счастливым. Мама мечтала, что ты станешь артисткой? Больше бабам мечтал, да. Она, конечно, очень любила, что я выступала, любила, что как я пела, играла на скрипке, но она всегда так очень осторожно говорила. По-любому она переживала, что если вдруг я не стану большой артисткой, для меня это будет большой стресс, да. И она говорит, Диляра, там ты не переживай, там ты сама будешь выбирать там свой рост как артиста, даже если не будешь супер артисткой, там суперизвестной в мире, ничего там страшного не будет. Как-то она вот больше к реализму пыталась меня склонить, а бабам у него, конечно, были огромные мечты по поводу меня, конечно, мировые. Это очень трогательно, потому что чаще всего музыкант, профессиональный музыкант, это, наверное, как и врач, профессия, которая передается из поколения в поколение. Возможно. И у тебя в семье нет профессиональных музыкантов, и тем не менее родители отнеслись к этому серьезно. Это, вы знаете, думаю, это дорого стоит. У меня, получается, я стала скрипачкой, певицей, у меня сестра родная графический дизайнер. И когда с нами знакомились раньше, всегда, когда узнавали, на кого мы учимся, говорили, родители вообще не участвовали, да, в выборе вашей профессии.
Да, не участвовали, всегда давали свободу. Вот. А возвращаясь к семье, хочу сказать, потому что сказала большая семья, у меня есть мачеха, и у меня есть вторая младшая сестренка, вот, ей 12. Вот такая у нас была большая семья. И Она тоже связана с творчеством? Да, она учится тоже на фортепиано, как и первая младшая сестра. Ты, наверное, была все-таки больше папина дочка. Да. Да, к сожалению, уже почти год, как не стало моего отца. И для меня это тоже был сильнейший удар, потому что мы с ним еще больше прожили. Получается, когда он скончался, мне было 25. И, конечно, с ним всегда можно было договориться, если она отвечала за дисциплину в доме. Бабам, он был, ну, прям супер творческий человек, и он понимал все мои порывы, вот эти творческие, душевные, и, конечно, мои капризы он исполнял очень часто, за что потом мы вместе получали от матери. Да. Но я сразу после его смерти, где-то через неделю, написала тоже песню. Она, конечно, больше трагическая. Я не знаю, когда ее выпущу, но я там излила душу. Вот эта песня, да, такая, что я не могу петь ее не плача. Я думаю, папа бы тобой очень гордился. У меня есть для тебя небольшая викторина. Я буду называть разные сферы жизни, и тебе нужно будет оценить их от 1 до 10. Хорошо. Карьера. На сколько ты баллов оцениваешь? 8. 8 – это прям так довольно много. Да. Опять-таки мы сами выстраиваем свою шкалу. Что для нас важно и что в данный момент получается. Опять-таки не могу я сравнивать себя с Бейонсе. Ну, по крайней мере, сейчас. Вот. По возможностям, которые у меня есть и что я делаю, я вот оцениваю на 8. А в принципе у тебя какая-то стратегия развития есть? Хотелось бы, чтобы она была, но я сейчас в разработке. Вот. Какая-то определенная есть стратегия действия в данный момент, но, например, на 10 лет вперед такого у меня нет. Ну, там планы завоевать мировую эстраду. Даже не знаю. Навряд ли сейчас об этом думаю. Ты, в принципе, вот всегда такая энергичная, экспрессивная. Откуда ты черпаешь вот этот вайб? Сила это? Да. Не знаю, всю жизнь энергичная. Вот, знаете, такая прям вот заводная сама по себе. А есть, в принципе, то, что тебя демотивирует, какие-нибудь такие вещи, которые сбивают тебя, выбивают тебя из колеи? Ой, да на ровном месте. Честно, я такая вспыльчивая, но у меня как-то все вот одномоментно проходит. Если меня что-то раздражает, я должна сразу позвонить своим близким людям, все высказать, и тогда меня отпускает. А кто эти близкие люди? У меня 3 человека близких. Это вот кому я вываливаю это все и потом слушаю обратную связь. Это моя сестра, муж и мачеха. Вот. Мы с ними очень близки. Я вот у каждого выслушаю мнение. А всегда ли у тебя были такие близкие отношения с мачехой? Не всегда. Ну как, она появилась в нашей жизни в самый такой подходящий момент моего возраста. Я была подростком. Ну, и, понятное дело, у нас и так в подростковом возрасте чувства просто на максимальной, да, величине. Да, все усиливается во много крат. Да, намного. То есть, если ты ненавидишь, ты супер ненавидишь. Если ты любишь, ты слишком любишь. Вот. И для меня это было, конечно, было стрессом. Но нужно отдать должное Заре Мабла, вот моей мачехе, она настолько стойко выдержала эти мои порывы, мои подростковые годы. И вот эта женщина, она сразу приняла нас с Амине как родных детей. Ни разу не было такого, чтобы она сказала там моей падчерице. Или там сказать, что дети моего мужа. Нет. Ты сказала Зарема Абла. Абла. Да, мы ее так называем. Не пришел тот момент, когда ты почувствовала, что можешь назвать ее она, да? Опять-таки, подростковый возраст, мне было 13. И
И я была принципиальна, мать у меня одна, я не буду никого больше называть она. И поэтому Заря Мамла, типа, она не настолько взрослая, так сказать, к нам пришла, да, и как старшая сестра себя вела. Поэтому Заря Мамла, Заря Мамла. И ей было достаточно приятно, она себя так и чувствовала. И потом где-то лет через 5 я поняла, что, ну, вполне могу. Я у него спросила, он говорит, а мне как-то даже неудобно будет. Она всегда мне говорила, я не хочу занимать место вашей матери. Вот. Хотя я чувствую ее своим третьим родителем. Вот спокойно воспринимаю ее так. Очень люблю, ценю, и этот человек очень много для меня сделал и продолжает делать. Как ты думаешь, в этом так называемом крымско-татарском шоу-бизнесе существует конкуренция? Да. Да. Может, она на каких-то разных уровнях, но она существует. А кого ты считаешь своим главным конкурентом? О, это даже не знаю. Конкурент не в плане, там что-то нужно испортить человеку, а конкурент — это тот, кто что-то делает. Похожее на то, что делаешь ты. Да, и мотивирует тебя сделать тоже. И сделать лучше. То есть это такая здоровая конкуренция, не то, что вот загнобить кого-то, а наоборот показать, вот я делаю, давай ты тоже сделай, и вот так вот мы делаем. На самом деле люди слишком негативизируют какие-то термины, такие как конкуренция, зависть или так далее. Это обычные человеческие эмоции. Они нам всем присущи. В ваших творческих кругах есть ли такое понятие в плане конкуренция, у кого больше проектов, кто выпустил больше песен? Следите ли вы друг за другом? Ну, за себя могу сказать, я пытаюсь следить за всеми. Не в плане того, что в плане, вот блин, он там выпустил 5 песен, а я одну нет. Я болею за нашу культуру в целом, и чем больше будет песен, тем лучше, потому что было бы слишком эгоистично и недальновидно думать о том, что была бы я одна, кто делает там много, и больше бы никто. Но это же дело вкуса. Чтобы люди повернулись и начали слушать свое родное, у нас должно быть как можно больше разной музыки. И чем будет ее больше, тем будет круче. Даже смотреть на мой плейлист, например, ну, у меня просто там огромное количество исполнителей, которых я слушаю. Я бы не смогла ограничиться одним-двумя. Как ты думаешь, вот сейчас век интернета, такая глобализация, насколько важно продюсирование в наше время? Казалось бы, очень легко и просто включил камеру, записал сам себя, выложил трек в просторы интернета, и продюсер тебе не нужен. Как ты считаешь, придет ли такое время, что продюсерская индустрия развалится, и каждый будет представлять сам себя? А все к этому идет. На самом деле сейчас огромное количество артистов, у которых заканчиваются контракты с продюсерскими центрами, с лейблами, и они уходят в свободное плавание. А раньше, да, когда тебе нужен был доступ к телевидению, ты бы сам этого не сделал. Тебе были нужны связи, тебе нужен был бы продюсер, у которого есть эти связи и так далее. Да? Но время было другое. Интернет, конечно, это возможности, это огромнейшие возможности. И сейчас, в век интернета, будет продвигаться тот, кому не лень, кто будет посвящать этому время. Ты сама? Да. Ведешь соцсети? Да. Создаешь Мне не себе лень. образ? Да. Не, ну, понятное дело, что потом появляются профессионалы, которые начинают с тобой сотрудничать, да, это та же организация концертов, стилисты, визажисты, люди, которые хотят тебе помочь, но в основном, если артист сам не будет стараться, никто и не захочет ему помочь. Но ты в этом плане готова делегировать эту ответственность на других? Либо ты такая Еще не перфекционистка, сильно. которая следит сама за всем? Я слежу, пока слежу, потому что чтобы человек понял, как что-то нужно сделать, для меня лично, он должен со мной поработать какое-то время и понять мои смыслы, мой стиль, и сделать так, как я это вижу. Ну, в любой отрасли, да, будь то видео, будь то какой-нибудь пост, текст и так далее. Поэтому сейчас абсолютно все под моим контролем. Диляра, считаешь ли ты свадьбой площадкой для самореализации артиста? Для разных артистов разные площадки. Для меня тяжело, вот, честно, свадьбы. Я не сильно вижу себя на них. Хотя я не против, да, я выступаю на свадьбах,
но редко это делаю. Опять же, редко не потому, что какой ужас и так далее. У меня просто нет на это времени. Есть артисты, которые специализируются на них, которые просто наслаждаются на свадьбах, и у них весь график на них. У меня же есть свои сольные концерты, не сольные концерты тоже, работа в конце концов, поэтому на свадьбы, опять-таки, очень мало времени. Больше эстрадные. Да, да. Опять-таки, будучи артистом и автором своих песен, мне хочется доносить эти песни. На свадьбе немножечко не до тебя людям. Вы не главный на свадьбе. На свадьбе главный жених с невестой. Это как-то задевает, наверное, твое эго. Не сильно задевает, просто ты понимаешь, что ты здесь вспомогательный материал. Мне кажется, большему количеству артистов хотелось бы выступать больше на концертах. Не буду говорить, конечно, за всех, но знаю таких лично. То есть те песни, которые ты создаешь, они ориентированы больше на концерты. Да. У тебя нет цели зарабатывать на свадьбах. Да, у меня очень редко, на самом деле, подходящие для свадеб песни. То есть для свадьбы хочется больше такого движа. Конечно, есть танцевальные, но не в образе Хайтармы. Чаще всего артисты выступают именно на свадьбах. Таких площадок, как концерты, конечно, у нас мало. Площадок мало, в том-то и дело. Ты не боишься потерять вот эту вот свою какую-то популярность? Если буду отказываться. Если не будешь создавать треки под свадьбы? Нет. Я никогда их не создавала. Это не принципиально для меня. Я делаю музыку ради искусства, а не ради заработка. Могла бы ты представить себя живущей за пределами Крыма? Нет. Крым очень подходящая мне земля. Я достаточно часто ездила за границу, когда участвовала в ансамбле, мы ездили на различные конкурсы, фестивали, выступали. Мне хватало на 2 недели. На 3-ю я уже всем жужжала, когда мы вернемся домой. Да, я бы хотела попутешествовать, увидеть мир, но жить я бы хотела в Крыму. Во-первых, земля. Я чувствую себя здесь своей, родной. Во-вторых, родственники. Крымские татары все друг другу родственники. Наверное, земля, на которой больше всего количество твоего народа, она тянет тебя, как своя стая. Личные отношения от 1 до 10. На данный момент 10. О, это прям много. Да. Кстати, твой супруг снялся в клипе «Дуя», Да. но он там в образе инкогнито. Мы его видим то со спины, то как-то сбоку. Это режиссерская задумка или это какая-то его принципиальная позиция, вот остаться неузнаваемым? Почему? Потому что очень часто, находясь в паре с публичной личностью, да, партнер выбирает позицию остаться где-то в тени. Про что здесь у вас? Ага. Ну, во-первых, это единственное, на что он согласился. Я уговаривала несколько дней. А я вот всем говорю, кто вообще видит нашу пару, там, например, он очень редко ходит на мероприятия и так далее. Вот насколько я медийная, настолько он не медийный, от слова совсем. Вот, поэтому, если раньше там я его, ну давай, и он говорит, ну мне не нравится. И через 2 года совместной жизни я наконец начала его слушать. И говорю, ладно. Начала потихоньку принимать тот момент, что, может, ему реально не нравится. Вот, ходить на какие-то такие тусовки, мероприятия. А в клипе в итоге ему понравилось. Когда я ему показала итоговый вариант, он говорит, хорошо. Вот. Так Но и с другой стороны, что получилось... это было? На самом это деле... была изначально такая задумка? Да, я знала, что он не согласится. Ну вообще, да. все-таки вы отталкивались от его позиции. Да. Но на самом деле, опять-таки, когда снимаешь клипы, ты выбираешь референсы, да, из разных клипов, которые тебя вдохновляют. Может, это будут фильмы, у кого-то книги даже могут вдохновить, да, на какой-то образ. 23-24 года выпущенные клипы. Была такая тенденция закрыть одного из участников. Вот. И я подумала, почему бы и нет. Вот. И для людей это загадкой осталось. Вот. И ему это подходит, да? Да, и он согласился. Вот что значит настоящая крымско-татарская жена. Всегда находит компромисс. Да, на самом деле это очень важно в браке, я это поняла. И на самом деле мне многие написали, вот, Таир тебя поддержал как надо, что все-таки согласился, но мы нашли условия, которые подходят и для меня, и для него. В принципе, твое творчество, твою карьеру он поддерживает. Да, вот без него бы большей половины не было.
того, что я делаю, это огромнейшая поддержка. Вот, например, очень многие люди говорят, что, как говорят, да, стрельнула. Стрельнула как раз-таки после замужества, потому что когда у тебя настолько сильный бэк, так, тыл, тебе еще легче. Вот он как моя опора, вот трамплин просто вот для меня. Когда человек закрывает абсолютно все твои потребности и просто занимаешься творчеством. То есть он минимально требует от тебя, как от супруги, вовремя приготовленный ужин, Не, понятно. поглаженная рубашка. То Да, есть он понимает, что ты творческая личность, у тебя много разных проектов. да. Но всегда, когда у меня выходной, я стараюсь что-нибудь приятное сделать для него, что-то приготовить его любимую еду, придумать, как там нам провести вечер, день, выходной. Но с другой стороны, когда я уезжаю там на свои какие-то проекты, съемки и так далее, это очень благотворно сказывается на браке, когда вы успеваете отдохнуть друг от друга. Потому что 24/7 находиться с одним и тем же человеком, вы неизменно можете надоесть просто друг другу. Ну, По крайней мере, в нашем. Но есть такие пары, которые работают вместе, и они вообще 24/7 Это вместе. я не знаю даже. Вот опять-таки, вот я всегда говорю, никто не может давать какие-то советы по отношениям, потому что абсолютно каждый человек вот, индивидуальный. И как ты сможешь приспособиться в своей паре, не факт, что кому-то также подойдет. Как говорится, главное, чтобы ваши тараканы подружились. Да, да, реально, реально. И очень важен компромисс. Важно понять на начальном этапе, что не будет так, как ты хочешь, 100%, и как он хочет 100%. Вы должны прийти, договориться. У наших крымско-татарских мужчин со словом компромисс, ты знаешь, мне кажется, проблема, да. Ну, Как ты думаешь? Я не говорю, что на 100%, но большинство. Есть такое, я вижу такое, но мы прогрессируем в этом плане, мне кажется. Вот. Достаточно современное мышление появляется у многих, в том числе у моего мужа. Хорошо, раз мы к этому подошли. Диляра и быт от 1 до 10. Это подстава. Мы узнаем все. Так, ну хотелось бы, конечно, сказать 10, но это далеко не 10. Ладно. Возможно, с натяжечкой 7. Где-то так. Да. Ну, То не есть- совсем уже ужасно. То есть пробелы есть. Да, да. Это неизбежно. Вот люди, многие думают, что там нужно быть супер во всех сферах. Да не получается так. Когда ты 100% своего времени отдаешь чему-то одному, что-то у тебя по-любому будет страдать. Вот и все. Ну, просто на сегодняшний день общество требует, что женщина должна Всё. успевать все, да, и реализовать себя в карьере, и при этом быть прекрасной хозяйкой, заботливой мамой, Да, это очень странные критерии на самом деле. которые свойственны только нашему обществу, да. Не, на самом деле у очень многих такое видно. Например, какие-то успешные блогеры и блогерши, да, например, они должны успевать все. И быт свой показать, и поработать, и все это осветить на камеру. Ну, извините, мы все люди. А основополагающие такие качества в мужчине для тебя какие? Те качества, без которых вот просто для тебя семейная жизнь невозможна. Тут даже не знаю. Мне нравится все, что есть в моем муже. Я даже не знаю, что перечислить. Ну, к примеру, щедрость. Не, вот основополагающее — это понимание. Понятие и принятие. Человек даже может меня не понимать, но должен принимать. А что бы ты могла простить и не могла? Тоже не думала об этом. Наверное, все, что я бы сейчас сказала, это звучало бы неправильно, потому что я с чем-то не сталкивалась таким. В моменте, когда я столкнусь с чем-то таким, надеюсь, не получится такого, мы узнаем. Единственное, что я бы не смогла простить, ну, наверное, я бы даже и не смогла жить с человеком, который бы не принял меня с моим творчеством и с моими стремлениями в карьере. Я бы не смогла. Есть люди, которые говорят, что типа я бы пожертвовала карьерой ради семьи. Нет. Для меня это две основополагающие. И семья, и карьера. Я хочу реализоваться как человек. Если в какой-то момент супруг тебе скажет: завязывай с творчеством, ты разведешься. Нет, я думаю, мы найдем компромисс. А если это будет вот прям железобетонно, вот если это будет прям Ну, вот... если это такое произойдет, может, и я буду другая в тот момент.
А люди меняются? Возможно, меняются, но в основном нет. В основном мы просто в течение жизни раскрываемся такими, какими мы были заложены. Дружба от 1 до 10. 10. Ты хороший друг? Надеюсь, было бы хорошо так считать. Стараюсь на самом деле. Бывает такое, что иногда забываешь в череде работы, проектов, там кому-то написать, что-то спросить, но потом, ну, люди понимают это. То же самое я понимаю, когда у человека что-то не успевается, и мне не пишут вовремя. Спокойно, мы взрослые люди, у каждого могут быть куча занятостей. Вот. У кого-то дети, у кого-то быт, у кого-то работа, карьера, да что угодно. Поэтому самое главное в дружбе – это понимать и слышать своего друга. У тебя много друзей? Да, у меня много друзей, и мы с ними уже давно вместе, так сказать. Мои друзья – это моя поддержка, это первые, кто слышит мои новые произведения. Когда мы снимали клип, у меня 2 подруги мои, Эльмас и Лейла, были ассистентами, помогали. Вот. В основном девочки, мои подружки, это прям… Это успокоение. Но самый близкий твой друг кто? Ну, ближе сестры нет. У тебя близкие отношения довольно с сестрой. Очень, да. Она всегда рядом. Да. Она занимается твоим промоушеном. Да. Расскажи об этом. Она мне помогает. Во-первых, она слушает мои песни. Прям на начальных этапах я могу дать ей прям черновик послушать. Она автор всех обложек моих треков, потому что она графический дизайнер. Вот. И, собственно, она творческая, и у нас с ней мировоззрение совпадает. И что самое интересное, мы с ней можем проговорить абсолютно на все темы мира. Просто на все. Мы очень схожи и во вкусах, и во взглядах, и вообще внешне мы с ней похожи. Вот. А младшая сестричка, она очень похожа на меня в творческом плане, например. Мы с ней общаемся, она как раз сейчас подросток, да, 12 ей. И у нее есть тяга и к рисованию, и к писательству. И когда она со мной разговаривает на творческие темы, я такая думаю, мое дитя. Я верю, что у каждого человека есть своя миссия на Земле. Как ты думаешь, в чем твоя? Чтобы ее сформулировать, наверное, какое-то должно количество времени в твоей жизни пройти. Но на данный момент для меня очень важно сохранение языка родного. Вот. Собственно, то, что я песни пишу на крымско-татарском, для меня это очень важно. Мне легче думается на родном языке, поэтому для меня это одна из основополагающих миссий. Ты работаешь в музыкальной школе? Да. Базаре. Да. Как твои ученики относятся к твоему творчеству? Мне кажется, ты очень их мотивируешь, Да. вдохновляешь. Мне так говорят, да. Они понимают, что у их кропотливого труда Есть может итог. быть будущее. Да, на самом деле. Когда твои ученики видят, что ты не просто отучился в этой же музыкалке, вернулся в эти же стены, да, а у тебя есть выплеск вот этой всей твоей эмоциональности, энергии. И мои ученики приходят на мои концерты, они слушают мою музыку, у некоторых даже на звонке мои песни. Это очень мотивирует и меня тоже, как преподавателя. И хочется сделать больше, дать больше этим детям. Что самое важное, учитель дает не только знания, учитель должен давать мотивацию ребенку. Да? Мы вспоминаем не просто тех учителей, из-за которых мы много знаем, а те, которые подарили нам жажду знаний, жажду дальше что-то делать, искать на любом поприще. Ты преподаешь курсы онлайн крымско-татарского языка. Как ты пришла еще и к этому? Язык меня... Диляра, у тебя в сутках сколько? 48 часов, честно? У меня Как все ты это всё спрашивают. На самом деле, когда человек чего-то хочет, время растягивается. Я периодически замечаю за собой, что когда я, например, просто сижу, листаю рилсики, ну просто незаметно время проходит. Там было 2 часа дня, уже 4-5. А когда я занята своим любимым делом, даже в 1 час я могу столько всего успеть сделать. И по крымско-татарскому мне очень нравится преподавать и искать новые варианты преподавания. Не то, что делали в школе, например. Да? В школе, на самом деле, у нас идет программа больше... Она не менялась у нас со времен Советского Союза, это понятно. И это уже устарело.
Поэтому я прибегаю к новым методам. Я сама прохожу курсы современного там, турецкого, английского и беру из них для нашего языка. Вот. И для меня это интересно. Интересно преподавать, супер замечать. У тебя есть филологическое образование? Нет, сметлоса будет. Ты планируешь? Да. Что, так можно было? Конечно. Ну, смотрите, во-первых, крымско-татарский мой родной язык. Во-вторых, в школе я училась всегда в национальном классе, у меня всегда было много часов родного языка и литературы. Далее моя деятельность в крымско-татарском ансамбле, в крымско-татарском театральном кружке, мы всегда были с языком связаны. И в итоге, когда я решила написать свой курс крымско-татарского, я прошла самообучение, так сказать, по книгам, то есть все, что я преподаю моим ученикам, это все то же, что учат нас в школе и в университетах. То есть из тех же книг мы проходим все те же правила, все те же таблицы, но с новыми заданиями от меня. Что о тебе никто не знает? Не знаю. Ой, я настолько открыта, мне такое ощущение, что иногда я слишком много болтаю. Ну, наверняка что-то есть. Чувствую. Наверное, то, что я не делюсь всем слишком плохим, например. Не вываливаю это на людей. У людей у всех своим бывают проблемы, и я вываливаю свои проблемы только определенному количеству лиц своих самых близких. Вот. И, наверное, поэтому у некоторых людей создается впечатление, что Диляра всегда супер оптимист, у меня всегда все позитивненько и классненько. Но нет, я такой же человек, и у меня вот прям норма. 1-2 раза в месяц я должна поплакать. Вот. Если я не поплачу, мне прям плохо. И бывает такое, что иногда достаточно серьезная тема, из-за чего я плачу, а иногда бывает просто потому, что подходит месяц к концу, а я еще не плакала, и у меня просто может любая малейшая штучка вывести из себя, и я начну плакать, муж иногда просто в шоке. Говорит, ну тебя это вывело из себя. А для меня это было, например, последней каплей. Вот. И, наверное, люди думают, что я слишком позитивна, хотя на самом деле это не так. Я проживаю весь спектр эмоций, просто я не даю себе их заглушить. Если я злая, я очень злая. Если мне грустно, мне очень грустно. Если можно было бы выбрать песню, не обязательно из твоего репертуара, и сделать ее саундтреком к твоей жизни, какая бы это была песня? Это тяжелый вопрос. Но на данный момент, наверное, все, кто посмотрит это видео, скажут, что это Кемане. Потому что я пою ее просто с незапамятных времен. И сейчас, достаточно после того, как я сделала обработку, люди меня ассоциируют с этой песней, да, и то, что скрипка у меня реально всегда в руках, да, с 9-летнего возраста. Возможно, Кемане, да. Что бы ты сказала маленькой Диляре? Все будет так, как ты хочешь. Чох сагыл за твою искренность. Было очень приятно с тобой пообщаться. Мне тоже. Сагылнос.